то, что нашли время, даже в такую дождливую погоду, и пришли послушать всех нас, кандидатов. Также прошу извинить за опоздание, потому что 2 часа добираться по пробкам, по ужасным вашим дорогам, это просто катастрофа. Я перед вами действительно преклоняюсь, и мне стыдно за всех чиновников и всех депутатов, которые приходили и очередно вам рассказывали сказки. Обещали дороги, и район думать, это аул, это вообще отдаленная часть, да? Но у нас таких дорог уже нет. Возле школ у нас дети ходят по нормальным тротуарам. У вас тротуаров вообще, уважаемые жители, нету. И когда бедные шофера едут, да, и как тетрис проезжают вот эти ямы, и при этом они залезают в эти ямы и обливают пешеходов, вас, уважаемые жители, да, и вы со зла начинаете посылать всем, извините, на всем языке этого шофера, так он не виноват. Виноваты кто? Чиновники, кто приходит и очередно вам рассказывают сказки. Я сказки рассказывать не буду. Я являюсь учителем, поэтому я понимаю, как собираются вот все здесь вас. Сейчас быстрее надо идти домой, муж ждет, дети голодные, дождь, сырость, сидеть не хочется, рабочий день закончился, но вынуждены сидеть и нас слушать. Поэтому коротко буду говорить так. Воровать не буду и не ворую. Воровать никому не дам, грабить не дам. В тетрисы, Джокококинеш, играть не буду в различные игры. Кнопки за кого-то нажимать не буду. Но то, что в моих полномочиях, я сделаю для вас. Штаба у меня нету, баннеров у меня нету. Кладу руку на сердце, да? Мне стыдно, уважаемые жители города Ош, стыдно вешать красивые разноцветные баннеры, когда у вас улицы в ужасном состоянии. Сейчас проезжаю рынок, бедные продавцы чистят эти ряды, потому что это весь мусор заливает. Создается пробка. Мне стыдно вешать баннер, из баннера на вас смотреть, когда ничего не сделано. Это как пойти делать намаз, да, на грязное тело одеть платок или чиги. И пока нас не будет сделано в городе Ош порядка, баннера не будет. Дальше штаб. Кто будет сидеть в штабе? Если я сама хожу и разговариваю с вами, я смотрю каждому в глаза, чтобы до вас донести правду, и чтобы мне было не стыдно вам с баннера или со штаба смотреть в глаза. Мой штаб находится вот в этом телефоне. То есть у меня есть вот такие небольшие карточки, где написан мой номер, и я 24 часа нахожусь в онлайн-штабе. Как у нас президент Садык Джапаров сказал, мы должны в страну вести что? Цифровизацию. Агитаторов у меня тоже нет. Я просто не представляю, как многие действующие чиновники, депутаты, кандидаты берут волонтеров, и как эти агитаторы будут говорить, голосуйте за этого кандидата, какой он хороший, какой он прикошится. Мне стыдно. У народа есть такая пословица, слава за человеком идет впереди него. И человека надо ценить, уважаемых, я думаю, тут очень большинство агитаторов сидят, или сторонники каких-то кандидатов. У вас кто здесь действительно в этой школе работает? Учителя есть? Действительно, поднимите руки, кто учителя. Я вижу одну учительницу, остальные это группа поддержки местных кандидатов, нет? Один учитель. А здесь у нас кандидатов, 3 кандидата вашего Джокококинеш. Кто-нибудь из депутатов приходил в вашу школу? Уважаемый учитель, можно вас поднимите, пожалуйста? Кто-то из 3 кандидатов, даже Джокококинеш, то есть кандидаты, местные ваши депутаты, были в вашей школе? Нет. Кто-нибудь из чиновников приходил в вашу школу? Решал ваши проблемы? Заходил на уроки, когда не хватает у нас ни стульев, ни книг, ни учителей. Кто-нибудь заходил, интересовался вашими проблемами? Не было? Я сам, прежде чем отдавать голоса, да, отдавать агитаторам или домкомам, или я не знаю, кто у вас там, квартальные, подумайте. За будущее ваших детей. У нас в Сузаке голос раньше продавался за бельницу. Мне ваш шеф, когда приехал, говорит, Юля, что говорит так дешево? Нам давали 2000. Я говорю, ну это все-таки столица, поэтому голос продавали за 2000. Поэтому я, как говорится, аналитик по финансовым налогам, посчитайте 2000 на 5 лет. Это срок депутатских полномочий. Сколько будет? Кто математик? 400 сом в год. 400 сом в год. Теперь эти 400 сом разделите на 12
Сколько? 33 сома в месяц. А теперь разделите на 37. Чуть больше одного сома. То есть ваше молчание, пока не ваш кандидат, который купил ваш голос, будет сидеть в Гурбок Кинеш, да, с высокой трибуны опять рассказывать сказки, ваше молчание стоит чуть больше одного сома. Вы продали будущее своих детей, книги, пособия, здравоохранение, поэтому ваши до сих пор такие дороги. Еще раз повторюсь, да? Если вы даже не считаете, что кто-то вот из нас достоин вас, достоин быть народным депутатом, голосуйте против всех. Если вы не придете, опять как раньше соберут ваши бюллетени, она не ходила там последние 2-3 года, забрется и могут быть просто. Я говорю, открытым текстом система работает. Или против всех, или выбирайте своего кандидата. Огромное спасибо. Я единственная женщина. Кто хочет, пожалуйста, на столе лежат карточки. Номер есть, мой мобильный штаб, на все вопросы отвечу. Пожалуйста. Если вопросы есть, задавайте.